О развитии туристической инфраструктуры в регионе расскажет исполняющий обязанности председателя Комитета по туризму Ингушетии Магомед Цуроев. Он сейчас в нашей студии. Магомед Алиханович, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Приветствую вас в нашей студии. Довольно хороший показатель у нас, да, в развитии туризма. Расскажите нам, какая работа проводится в нашей республике в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». У нас в республике третий год уже успешно реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках этого проекта нам удалось создать благоустроить 36 туристических маршрутов, создать зону отдыха. Нам удалось предпринимателям оказать, точнее сказать, поддержку предпринимателей в приобретении туристического оборудования. И в рамках этого проекта у нас решается или частично решается одна из главных проблем развития туризма – это нехватка номерного фонда. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» уже в этом году у нас планируется введение 70 модульных некапитальных средств размещения. Это глэмпинги, кемпинги, ну и так далее. А сколько туристов в этом году побывало в Ингушетии? По итогам первого полугодия у нас статистика такая: более 65 тысяч человек. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то процент увеличился на 17%. Довольно хороший результат. Да. И до конца года мы ожидаем порядка 125-126 тысяч туристов. Угу. А какую горную часть или равнинную часть больше посещает туристов? У нас основные достопримечательности, основная часть наших культурных, исторических памятников расположена в горной части. И, конечно же, поток в горную часть, он не сравнится с равнинной частью. В горную часть у нас туристов намного больше, конечно. Но мы пытаемся как-то этих туристов перенаправить и на равнинную часть, и в город Магаз, и в город Назрань. Здесь у нас тоже много достаточно. Да, и в рамках того же нацпроекта у нас обустраиваются и зоны, обустраиваются маршруты, такие как гора Шамиля. Допустим, мы сделали там туристический маршрут. И это памятник, где гид-экскурсовод может рассказывать историю, да, показывать историю народа ингушского. Также лодочная станция, где приобретены катамараны, гидроциклы. Ну и много-много таких локаций. Говорить много. Вот вкратце вот. Касаемо горного Джайрасского района, там сейчас, как мы все знаем, проводится масштабная реконструкция башенных комплексов. Это тоже как-то, наверное, сказывается, да, на привлечении туристов? Да, конечно. Сохранение вот именно таких исторических значимых объектов. Это интересно. Да, да. И в рамках развития туризма и главой республики, и правительством уделяется особое внимание, потому что и вкладываются частные инвестиции. Это благотворительный фонд «Сафмар», он создал на всей территории горной части кемпинговые зоны. Сейчас на территории Цейломского перевала планируется строительство гостиниц. Это показатель того, что бизнесу уже интересно вкладываться в туризм, вкладываться в регион. И думаю, мы достигнем всех намеченных планов. Ну и нам нужны, наверное, гиды, да, профессиональные, или они у нас уже есть, да, которые будут уже рассказывать историю того или иного автомобиля. Если сравнивать пятилетний период, то в 2020 году у нас было 16 гидов-экскурсоводов аттестованных. На сегодняшний день у нас уже 32 аттестованных гида-экскурсовода. Это тоже показатель того, что спрос вот на услуги именно экскурсоводческой деятельности, они действительно есть и повышаются с каждым годом. Вот буквально на днях опубликован проект всесезонного туристско-рекреационного курорта Арымхи по усовершенствованию, по реконструкции. В основном туристы же у нас в Арымхи останавливаются. Это тут тоже, наверное, как-то скажется, да, на привлечении потока туристов? У нас в республике реализуется прорывной проект развития туризма. Одним из подпроектов является проект ВТРК Арымхи. Срок реализации с 22 по 29 год. Вкратце расскажу, чем насытится курорт. Это новые гостиницы, это новые канатные дороги, это увеличение количества и протяженности горнолыжных трасс, это культурные досуговые центры, это новые точки питания и, в общем, вся инфраструктура, естественно, курорта. Да, и как мы все знаем, вчера и позавчера у нас нашу республику посетил Сергей Макарович Назаров, где мы также обсуждали дорожную карту по развитию ВТРК Арымхи. И в планах до 2029 года у нас эта реализация имеется. Магомед Алиханович, какие еще планы по улучшению вообще туристической сферы в республике?
В планах у нас также успешная реализация нацпроекта. Да. В планах у нас также мы видим, что и Михаил Саварбекович Гуцериев анонсировал строительство двух гостиниц. Также гостиница, озвученная мной на Целомском перевале. Также по инвестпроектам, также инвесторы заинтересованы в увеличении гостиниц. Также для решения этой проблемы с нехваткой номерного фонда мы планируем уже в 2025 году также подать заявки на федеральную субсидию по строению модульных некапитальных средств размещения. У нас планируется введение такого вида туризма, как промышленный туризм. Он очень востребован сейчас по всей стране. Да, планов много. И хотелось бы еще озвучить, что у нас в 2025 году в планах реализации федеральной программы о государственном социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере. И хотелось бы обратиться к зрителям. Всю необходимую информацию в рамках данной программы можно найти на сайте Комитета по туризму. Там есть отдельный раздел, где есть критерии, где есть порядок подачи документов, есть критерии к конкурсному отбору. И зрители могут следить и могут поучаствовать именно в данной федеральной программе. Ну что ж, на этом все. Благодарю вас за подробную информацию и за визит в нашу студию. Спасибо.